Все еще льет дождь. Чердак протекает. Пишу все, что приходит в голову, но не серьезные мысли. Так просто, фантазия. Хотя говорят, что и забавное слово должно иметь смысл. Бедная моя голова. Мысли, горести, моя пища. Чернила, перо, моя работа. Не тужу, что нет слуги, благодарю, что сам не оказался в слугах. Если воду таскать некому, то Бог сам сверху поливает. Про меня будут говорить, что Габдель-Каюм Габден-Насыров дилетант. Что ж, так повелось, что в каждом деле кто-то начинает первый. И на его долю не выпадет ничего, кроме руганий. Первый он. Колумб. Ты лучше послушай, что о тебе скажет в дальнейшем член Академии наук. Наш Ломоносов, с которым иногда сравнивали скромного Каюма Насыри, и великий Леонардо да Винчи, с которым его никогда не сравнивали, похожи на татарского просветителя лишь в одном. Все они энциклопедисты. Кто был Ломоносов? Еще труднее ответить, кто был Леонардо да Винчи. И, наконец, достаточно трудно определить, кем был Каюм Насыри, уступавший обоим гениям в мировом масштабе. Казань. Кто только не приходил в этот мир, уходил, и мы непременно уйдем. Дай Бог и нам пройти этот путь честно. Я искренне стремился принести пользу своему народу. Учил естественным наукам, ремеслам, обучал мусульман русскому языку. После 15-летнего преподавания русским духовникам Каюм Насыри уходит из семинарий, чтобы обучать татарских детей. Благодаря его стараниям в Казани открыта первая русско-татарская школа для детей-мусульман. Его занятия длятся 3 долгих года, о которых он вспоминает с горьким юмором, о том, как приходилось искать квартиры для уроков, одна из которых оказалась над кабаком по улице Мокрая. Во дворе пивной завод, рядом публичный дом. Вокруг, что ни слово, скверная брань. Чтобы удержать учеников, ему приходится покупать им калоши, давать ежедневно по 10 копеек серебром, при том, что сам он не получал заработка порой по 5-6 месяцев. В конце концов, после ряда разногласий с Радловым, бывшим тогда инспектором русско-татарских школ, Каюм Насыри расходится с ним в вопросах методики обучения и уходит. 35 лет своей жизни известный и просвещенный служитель татарского языка Габдель-Каюм Насыров посвятил тому, чтобы татарская наука вышла из сонного состояния, и посеянные им зерна дали полезные для общества всходы. Габдель-Каюм Насыров любил природу, особенно окрестности родной Ширданы. Каждый приезд обходил поля, луга, заходил в соседние села, собирал материалы по истории и фольклору родного края, расспрашивая только тех, кто отличался особым доверием. В давние времена из Булгар сюда частенько приходили на лето пасти скот. После распада булгарского государства эти люди окончательно поселились в привычном для них месте.
Насыров знал много сведений о своих предках и их заслугах. Напечатал рисунок своего генеалогического древа, в котором записаны их многочисленные имена. На сельском кладбище вглядывался в арабские буквы на могильных плитах. Есть камень, надпись на котором сделана 400 лет назад. Увлекаться мирской суетой все равно, что на коне мчаться к своему концу. На другом: жизнь — это падаль, тот, кто гонится за ней, собака. На третьем: не топчись всю жизнь на одном месте. Необычность места и времени придают словам особую силу. В своих поездках по татарским селам и встречах с простыми людьми сам учился у них языку. Любил поэтов Утазимани и Габдельджаббар Кандалы. Поэты — владыки. Они прекрасно владеют словом. То, что не разрешается иным, им позволяется. Они близкое делают далеким, а далекое — близким. Татар авыллары буйлап сәяхәттә йөргән вакытта, гади халык белән аралашып, ул татар теленең бөтен нечкәлекләрен өйрәнергә тырыша. Шагыйрьләрдән Утазимани һәм Габдельджаббар Кандалыйны бик ярата. Шагыйрьләр сүз патшаларыдыр алар. Алар сүзне теләсә ничек итеп йөртәләр. Аларга башкаларга рөхсәт ителмәгән нәрсәләр, сүзне озынайту һәм кыскарту һәм башка нәрсәләр рөхсәт ителә. Алар еракны якын, якынны ерак итәләр. Известно, что наши песни часто состоят из двух строф. В большинстве случаев основная цель воплощается в последней строфе. Көмеш йөзек куйдырдым, ялан көмеш акчадан. Эзләдем сине, таптым, җаным, гөл чәчәкләр үскән бакчадан. В 40 лет женился на дочери извозчика Мусагита Зухре. Очень любил. Жили счастливо, но недолго. Через год жена Зухра умерла во время родов. В 35 лет, прожив в Казани, наконец приехал на родину, в Шердан.
Но здесь перо чинить приходится редко, а больше исправлять косу да саху. Более всего жаль, что труды мои остались бесполезны. Утыз биш ел шәһәрдә яшәгәннән соң ниһаять туган авылым Шырданга кайттым. Биредә иҗат белән шөгыльләнергә вакытта күбрәк физик эш белән шөгыльләнергә туры килә. Барысыннан да бигрәк хезмәтләремнең нәтиҗәсез калуы кызганыч. Но долго предаваться размышлениям и сидеть без дела не мог. Не так воспитан. Владею и пользуюсь многими ремеслами. Переплетаю книги, слесарничаю, занимаюсь серебрением и золочением, кулинарией, люблю столярное дело. Стал превосходным каллиграфом, рисую, черчу. Владею восточными языками. Первым собрал обширный сборник песен, загадок, пословиц. В своих художественных произведениях и переводах освобождаю язык от вычурного стиля, приближая его к народной речи. Не мечтай о несбыточном, о сын мой. Рассчитывай получить от труда своего лишь то, чего он стоит. К примеру, сделав дело на 10 мелких монет, не надейся получить за него 10 золотых. На первый взгляд, немного было дорог в драматической моей биографии. Постоянные маршруты: деревня Шырданы, Казань. Был в Москве, в Нижнем, в Уфе. Мне суждено было прожить в Оренбурге 9 дней, но там я ни с кем не познакомился, и со мной тоже никто не познакомился, ибо у меня не было 40 тысяч, тогда я сошелся бы с богачами. Также я не имел большой челмы на голове. Имея ее, я познакомился бы с духовенством. Шулай итеп Оренбург шәһәрендә 9 көн яшәргә туры килде. Биредә мин бер кем белән дә таныша алмадым. Әгәр дә кесәмдә 40-50 мең сум акча булса, мин байлар белән танышкан булыр идем. Я булмаса башымда зур чалма булса, мин әлбәттә муллалар белән танышкан булыр идем. Многоуважаемый дядя Габдул Каюм, мы, наборщики, шлем вам наилучшие пожелания и привет. Обращаемся к вам со следующей просьбой. Мы собираемся приехать к вам на Сабантуй для развлечения и отдыха. Мы были бы безгранично рады, если бы вы по силе возможности выделили бы средства на расходы. Обращение к вам с нашей стороны является большим бесстыдством, но мы знаем и считаем вас самым близким человеком, и поэтому без стеснения решили обратиться к вам с этим письмом. Постоянно желающие вам счастливых долгих лет наборщики Казанской университетской типографии. Как человек, который первым начал употреблять слова «татарский язык» в литературе, особенно переживаю за родную речь. Поскольку татарский язык самостоятельный, то у него, вне всякого сомнения, есть свой синтаксический строй. Но где же люди, способные понять это?
Находятся такие, которые татарский язык за язык-то не принимают. Из-за невежественности в вопросах истории они не желают говорить по-татарски и не желают слушать татарскую речь. Из старинных книг видно, что народ тех времен любил называть себя булгарами и из поколения в поколение не забывал об этом. Мой дедушка, имам Хусейн, жил недолго, писал книги, которыми пользовались его современники. Отец был знатоком языков, написал много книг и сборников и не любил людей, которые говорили, что время старания, прилежания и творчества уже прошло. Сам я в книге «Истории Свияжского уезда» или «Нагорной стороны» с гордостью пишу, что являюсь потомком булгар из деревни Ширданы.